Добрый день, уважаемый Сахамин Миланович, Владимир Михайлович, уважаемые ветераны Департамента биологических ресурсов Республики Саха-Якутия, государственные инспектора охраны окружающей среды и приглашенные гости. Начинаем торжественное мероприятие в вознаменование 25-летия организации Департамента биологических ресурсов Республики Саха-Якутия, государственного бюджетного учреждения Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий и природных парков Республики Саха-Якутия в формате видеоконференции. Краткий экскурс в историю. Ровно четверть века назад, 31 октября 1995 года, по инициативе первого президента Михаила Ефимовича Николаева был создан Департамент биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики Саха-Якутия. Прообразом его создания стала Американская служба рыбы и дичи на базе упраздненных управления регулирования природопользования Министерства охраны природы, Департамента прогнозирования и регулирования рыбных ресурсов Национального концерна рыбного хозяйства «Балыксыт», лаборатории охотничьего хозяйства Национального концерна охотничьего хозяйства «Сахабулт». Штат департамента при непосредственном участии организации первого министра охраны природы Василия Григорьевича Алексеева был сформирован из ученых биологического профиля и квалифицированных специалистов из биологов и охотоведов. К слову сказать, в первом составе трудилось 9 кандидатов биологических наук. Основными задачами департамента были определены сохранение генетического фонда диких животных и растений, защита растительного и животного мира, создание условий для устойчивого существования экосистем, государственного управления в области охраны и использования растительного и животного мира, среды обитания организмов, изучения и сохранения биологического разнообразия. Новое учреждение без раскачки включилось в работу, и уже 7 мая 1996 года указом президента номер 1376 была утверждена впервые в Российской Федерации программа реализации государственной экологической политики республики в области обогащения биологического разнообразия, включающая проекты по рекклиматизации овцы быков, лесного бизона, речного бобра, организации питомников редких животных и лекарственных растений. В августе 1996 года были начаты работы по восстановлению популяции овцы быка, а в сентябре была отловлена на Таймыре и завезена в Булунский район первая партия этого удивительного животного. По воспоминаниям ветеранов природоохранной и научной деятельности в стенах Департамента биологических ресурсов заместители руководителей в разное время Юрий Васильевич Конев, Юрий Семенович Луковцев, Андрей Леонидович Попов, Василий Григорьевич Тихонов, Федор Георгиевич Яковлев, Людмила Ивановна Азизова и многие высококвалифицированные специалисты. Правопреемником Департамента биологических ресурсов Министерства охраны природы ныне является государственное бюджетное учреждение Республики Саха-Якутия, Дирекция биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и природных парков. Дирекция уже на протяжении 25 лет является одним из крупнейших структурных подразделений Министерства экологии Якутии и выполняет важнейшие природоохранные задачи. Среди них сохранение и обогащение биологического разнообразия, обеспечение функционирования особо охраняемыми природными территориями регионального значения, ведение Красной книги Якутии, охрана, учет, мониторинг воспроизводства численности охотничьих ресурсов на общедоступных охотничьих угодьях и связанные с этим надзорные функции, мониторинг, регулирование численности, также наносящих ущерб охотничьим ресурсам и скотоводству. Также дирекция успешно участвует в международных проектах, как расселение овцевиков в Арктической Якутии, Медвежий патруль, совместно с Фондом дикой природы России и проекты с участием международных природоохранных организаций по рекомендации лесного бизона в Центральной Якутии и охраны белого журавля стерха. Совместно с ВВФ России, Минэкологии Красноярского края, Институтом биологии Сибирского отделения Академии наук Якутии ведутся усиленные работы по охране миграционных путей дикого северного оленя, таймырской и лено-оленевской популяции.
За годы деятельности дирекция участвовала в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны, регулирования, использования биоресурсов, приведения нормативно-правовых актов в соответствии с федеральным законодательством, также в разработке подзаконных актов республики в области охраны животного мира и водных ресурсов. Впервые в арктической части в России в составе департамента был создан зоопарк Артудойду, который впоследствии получил статус самостоятельного республиканского госучреждения и который успешно функционирует в области экологического воспитания подрастающего поколения и реабилитации диких животных. Также учреждением проводились масштабные мероприятия по восстановлению подорванных ресурсов рыб. Совместно с Чернышевским рыбоводным заводом водоемы центральных и северных Урлусов заявлялись сиговыми рыбами, осетром и кетой. По результатам сотрудников учреждения вышли на свет 2 тома и грибов, а также редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, также многие буклеты и книги в области биоразнообразия Якутии. В ходе проходившей административной реформы на базе Департамента биологических ресурсов были созданы специализированные структурные подразделения предохранного направления, специализированная инспекция по борьбе с браконьерством, ОСИБНИП, Управление водных биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики и Госохотохрана Департамента охотничьего хозяйства. Департамент за 25, за четверть века претерпел значительные изменения и в 2012 году был преобразован в дирекцию. Обновленная таким образом дирекция биоресурсов ООПТ и природных парков продолжает деятельность старейшее подразделение Минэкологии Якутии. Сегодня ее работа направлена на сохранение и восстановление биологического разнообразия региона, также управление системой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, масштабы и уникальность которой признаны на федеральном и международном уровнях.